Самые главные новости дня в эфире телеканала «Милет» информационная программа «Хаберлер». В студии Нариман Тарсинова. Здравствуйте. Смотрите в нашем выпуске. Крымчане в третий раз отметят День народного единства. Ректор КИПУ Февзия Кубов покидает свой пост. Кто теперь возглавит кузницу крымско-татарских специалистов? 80-летние Сабри и Шевхия Абибулаевы живут в общежитии без коммуникаций. Будет ли семье оказана помощь? В Симферополе начали работать эвакуаторы. Каких машин касается принудительная эвакуация? О всем самом интересном смотрите в нашем выпуске. Лед тронулся. Законопроект, упрощающий получение необходимых документов для получения компенсации реабилитированным, внес в Госдуму депутат Руслан Бальбек. Автор обратил внимание на то, что власти Крыма принимают меры, направленные на реализацию указа президента Российской Федерации о реабилитации депортированных граждан. При этом восстановление реабилитированных лиц в социально-политических и гражданских правах, а также предоставление им мер социальной поддержки и выплат компенсации возможно только лишь после получения ими справок. Однако, отмечает парламентарий, при получении справок о реабилитации возникают затруднения, связанные с безосновательной задержкой предоставления в МВД России необходимых документов из МВД Узбекистана. Таким образом, Руслан Бальбек предлагает внести изменения в закон, что поможет получить справки о реабилитации без обращения МВД России в МВД Узбекистана. В Крыму продолжают проводить мероприятия, посвященные ко Дню народного единства России. На полуострове его отметят уже в третий раз, и с каждым годом значимость этого праздника для крымчан возрастает. В этом году жители полуострова ожидают интересные и новые выступления творческих коллективов. Подробнее в сюжете Алиме Кайблаевой. День народного единства стал значимым праздником и для Асии Сейтумеровой. В преддверии праздника она получила благодарность за добросовестный труд, высокий профессионализм от главы республики Сергея Аксенова. Асия Сейтумерова уже 2 года работает начальником архивного отдела муниципального архива администрации Нижнегорского района. Женщина поздравляет всех с праздником народного единства. Наш отдел занимается хранением, комплектованием архивных документов. Я работаю на этой должности 2 года, и за эти 2 года были достигнуты большие успехи в нашей отрасли. Оформляются земельные участки, оформляются дома, людям выдаются справки по заработной плате с выходом людей на пенсию. Я поздравляю всех крымчан, а также жителей Нижнегорского района с праздником народного единства. Желаю всем счастья, здоровья, благополучия и мирного неба над головой. В рамках празднования Дня народного единства аналогичные благодарности от главы республики Сергея Аксенова и председателя Государственного совета Владимира Константинова получили и другие государственные служащие. В свою очередь в Государственном совете республики представители власти поздравили крымчан с предстоящим праздником. Благодаря единству и патриотизму народов России были одержаны самые блестящие победы – боевые и трудовые. Будущее России и Крыма в руках каждого из нас. Быть едиными в любви к родине, быть верными заветам предков – вот наш долг перед страной, перед историей, перед потомками. Единство и сплоченность, общая ответственность за судьбу Отечества – главный стратегический ресурс успешного развития нашей страны и нашей республики. Главный источник нашей силы и уверенности в завтрашнем дне. С праздником вас, дорогие друзья! Также в рамках празднования Дня народного единства провели пресс-конференцию, где обсуждали тему межнационального единства как основу стабильности. Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений депортированных граждан Заур Смирнов рассказал о состоянии межнациональных отношений и о представленной помощи крымчанам. Глава комитета рассказал о праздничной программе. Решение жилищного вопроса, 90-квартирный дом в городе Симферополе, 72-квартирный дом в Бахчисарае, сейчас буквально в ближайшее время еще 90-квартирный дом. В прошлом году мы оказывали помощь на завершение строительства индивидуального жилья. В этом году увеличили сумму до 24 миллионов. Это застройщики на территории Крыма получают эту помощь. На выкуп жилья более 200 миллионов. В этом году сейчас уже активнейшим образом муниципалитетами проводится работа, выкупаются первые дома. Министерство культуры, конечно же, наш Государственный комитет участвует в подготовке мероприятий. Завтра предусмотрено большое праздничное шествие по центральной части города Симферополя.
Также завтра предусмотрено традиционное уже проведение фестиваля «Соцветия культур Крыма». Это будет происходить в Доме культуры и профсоюзов. Ну и, конечно же, в городах и районах республики будут проходить праздничные мероприятия, и шествия, и концерты. Поэтому, в принципе, мы здесь не отличаемся от общероссийской повестки. И масштабные все мероприятия запланированы, конечно же, пройдут. И я думаю, что максимальное количество крымчан примут в них участие. Пользуясь случаем, всех приглашаем на этот праздник. Также на главной площади Симферополя сегодня проводят генеральную репетицию праздничного концерта. Студенты Крымского университета искусств подготовили яркие, интересные выступления. Молодые артисты, надев триколор, выйдут на сцену. Это очень хороший праздник, он объединяет большинство народов. Мы этим танцем, этим флешмобом покажем, как весь Крым един и что все народы поддерживают друг друга. Мы, в общем, очень дружны. Я очень рада, что проводится уже 3-й год подряд этот праздник. Для нас он новинка, можно сказать, но я очень рада, что он действительно есть в Крыму, ведь Крым многонационален. Здесь много традиций, обычаев, и мы все пытаемся показать в нашем танце, в нашем представлении. На стадионе «Локомотив» около 100 человек, вне зависимости от национальности, из различных ансамблей объединились в венок дружбы. Заслуженная артистка Крыма Майя Анафиева всем подарила неповторимый танец «Жар-птица». Зрители с большим удовольствием наблюдали за грацией и мастерством Майи Ханум. Жюри продегустировали национальные блюда разных народов. Здесь и крымско-татарская самса, и курабье, и осетинский пирог, который состоит из 3 слоев. Каждый слой подразумевает солнце, Бога и землю. Азербайджанцы угостили сладостями, неповторимым пловом. А вот корейская кухня удивила всех острыми блюдами и разноцветными десертами. После всех угощений и выступлений члены жюри вынесли свой вердикт. Победила дружба. Крымские татары выиграли в номинации «Хореографическое мастерство». Сегодня мы участвовали всей группой, 20 человек. Все были заинтересованы, мы победили в номинации «Хореографическое мастерство». В общем, нам очень понравился этот конкурс, мы очень старались, очень готовились. Спасибо всем большое, что все пришли. По словам жюри, все артисты выступили на высоком уровне. Победителей я сначала хотел, честно хотел выбрать лучших, но я посмотрел, что ребята все заслуживают, они все с удовольствием участвуют. Многие участвуют, и они меняют костюмы, и участвуют армяне за евреев, русские за татар. То есть здесь все просто ребята молодцы. Сегодня это действительно показали, что нам нечего делить. Мы живем в одной стране, мы живем в одной республике, что наша сила в единстве. Пока мы едины, мы не победим. День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Исторически этот праздник связан с окончанием смутного времени в России в 17 веке. Алимия Кайбулаева, Сабрия Халиляева, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет. Занимающий на протяжении 23 лет должность ректора Крымского инженерно-педагогического университета Февзи Якубов сегодня покидает свое кресло. Свои полномочия и свое детище, созданный университет, он передает в руки другого человека. С новым ректором пообщалась Султания Ситакаева. 23 года Февзи Якубов бессменно руководил университетом. С первых дней создания вуза он вкладывал душу в развитие своего детища. Сегодня ректор представил коллективу университета нового руководителя. Им стал сын Февзи Якубовича Чингис Якубов. Он имеет 2 высших образования. В Германии в Магдебургском университете имени Отто фон Герюке защитил диссертацию и до сегодняшнего дня занимал должность заведующего кафедрой технологий машиностроения. Основной доктриной в этой работе будет то, что главным в университете является не ректор, а главным в университете является студент. Эту основу мы будем закладывать в то, чтобы строить свою работу таким образом, чтобы студент у нас был главный, мы будем работать для того, чтобы во благо Крыма, во благо всех крымчан. Вернувшись в Крым, Февзи Якубов сразу приступил к открытию Крымского инженерно-педагогического института, а после его основания и возглавил. Опыт у него уже был, потому что в Узбекистане долгие годы заведовал кафедрой. Он понимал, что на родине надо будет срочно учить наших крымских татар и проводить их интеграцию в новое общество. Февзи Якубов был убежден, интеграционные процессы надо запускать не от улиц, а от образованной студенческой молодежи, которая займет достойное место на родной земле. Мечтой и целью экс-ректора было создание полиэтнического центра. ЮНЕСКО будет нам направлять в этот центр по нашему заказу самых именитых ученых со всех университетов мира.
А наша задача будет здесь их встречать. Все расходы по отправке и так далее будет вести ЮНЕСКО. Понимаете, значит, то есть наш университет получит выход в большой мир. Наши студенты, молодежь наша будет воспитываться, впитываясь в интеллектуальный мир самых высокоинтеллектуальных людей, самых высоких ученых мира. Вот это моя цель. Вот к этой цели, если будет идти университет вот дальше, новое руководство, то я думаю, что мы сделаем очень большой, университет сделает очень большой вклад и в развитие становления крымтатарского народа, и в развитии Крыма вообще. В университете на 7 факультетах обучается 10 тысяч студентов по 23 специальностям. На 32 кафедрах работает более 500 преподавателей. Из них 43 доктора наук и профессоров, 226 кандидатов наук и доцентов. За этот период мы выпустили около 30 тысяч специалистов по 26 специальностям. Мы имеем хорошие показатели по защите кандидатских и докторских диссертаций. 146 кандидатских диссертаций защитили наши сотрудники и 23 докторских диссертации. Это, вы знаете, значительно превосходит все наши ожидания, которые мы планировали. Поздравить нового ректора пришли и представители власти. Заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Ремзи Ильясов торжественно вручил Февзии Якубовичу медаль Государственного совета за вклад в развитие науки и образования. Новому ректору Чингизу Якубову была подарена именная ручка с арабской росписью. Келген ян ректор. Новый ректор работал в университете с коллективом. Помимо этого, он в семье от отца получил воспитание и образование. Как и всегда, мы готовы помогать университету и Чингизбею. Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов заверил, что правительство Крыма будет исполнять все взятые ранее обязательства по строительству полиэтнического центра. Очень знаково, на мой взгляд, то, что сегодняшнее назначение произошло в канун Дня народного единства, поскольку наш вуз, индустриально-педагогический университет, всегда являлся для Крыма именно символом межнационального единства в Крыму. И, конечно же, вот те традиции, которые сегодня здесь заложены, те традиции, которые процветают в стенах этого учебного заведения, они будут сохраняться, мы будем их развивать. И то, что будет построен полиэтничный центр, он только укрепит позиции вуза, как вуза, в котором преподается не только специальности, скажем, научного характера, те, которые востребованы сегодня в педагогической среде, но и сегодня ведется большая работа по патриотическому воспитанию, по воспитанию молодежи. Создатель Крымского государственного инженерно-педагогического университета, доктор технических наук, профессор, академик Академии высшей школы и академик Крымской академии наук Февзи Якубов не покидает стены университета и будет далее продолжать работать. Я вжился в этот университет, я своей жизни ни отдыха, ни действий каких-либо вне этого университета не вижу. Поэтому я буду работать там, где попросит меня работать коллектив. Если скажут, работайте в охране, я буду работать в охране. Скажут, работайте в другом месте, я буду работать в другом месте. В завершении ученого совета коллектив вуза торжественно передал в руки Февзи Якубовичу священную книгу Хуран. Коллеги признаются, что не желают отпускать дорогого руководителя на пенсию. Взамен предлагают Февзи Якубову стать президентом университета. С такой инициативой они намерены выступить на следующем заседании ученого совета. А сейчас уже бывший ректор передает борозды правления своему сыну. Султания Ситакаева, Султания Меджид, Энвер Аблязиз, телеканал Миллет. 80-летние Сабрибей и Шевхей Ханума Бибулаева уже на протяжении 24 лет живут в общежитии без воды и газа. Долгие годы они не могли получить помощи. Сегодня семья побывала на приеме у председателя Госкомнатса Заура Смирнова. Решится ли их вопрос, знает наш корреспондент София Шукурова. Семья Бибулаевых вернулась на родину в 90-е годы. Обосновались в общежитии в селе Новопокровка Красногвардейского района. Были активистами национального движения. В 2006 году супруги обращались в тогда еще существующий меджлис, но безрезультатно. Без очередь бережемыз dedi. Мына ondan beri bekliyoruz. Без очередь. Медработник edim.
До депортации семья Шевхия Ханум жила в Бахчисарае. Ее отец учился в Качинском училище вместе с Амитхан Султаном. После всего пережитого они счастливы, что живут у себя на родине. Согласно указу президента о реабилитации, супруги получили справки и хотят узнать, как воспользоваться помощью. Endi yazıqki olsa da siz navbatda turmaysiz kvartirni uchetga. Biz birinchi tirishajamiz, anda Krasnogvardeyskiy rayonda administratsiyada sizni qo'yajamiz kvartirni uchetga. Bu birinchidan. Siz turmaysiz. Onun uchun bu birinchi adım yapacağımız, qo'yarıq sizni. Undan so'ng endi kelajak yilmizda Alloh qismat etsa, biz şimdi bu hareketler kete выкуп жилья. Также на прием приехали люди из Феодосии, Керчи, Красногвардейского и других регионов Крыма. Наджие Неметулла и ее супруг – инвалиды. Растят 3 несовершеннолетних детей, которых не могут прописать, потому что уже 14 лет проживают на съемной квартире. Приехал на прием к Зауру Руслановичу, надеемся, чтобы услышали нас, помогли наши проблемы, наши вопросы, решить наши вопросы. 14-летней давности. Ни прописки нету, у людей живем на съемной квартире. Чтобы проблемы людей решались эффективно и своевременно, немаловажна качественная работа глав муниципалитетов, отметил председатель Госкомнатса. Будем и в следующем году продолжать, в частности, по выкупу жилья работу для того, чтобы максимальное количество людей обеспечить. И, естественно, прием граждан всегда обеспечивает нам возможность понимать все проблемы, которые сегодня есть в республике, что сегодня происходит на местах. Также мы, конечно, имеем возможность услышать о том, как вообще действуют власти на местах, в муниципальных образованиях, какие меры принимаются. На приеме люди обращались с различными проблемами. Один из самых распространенных – обустройство мест компактного проживания. Как отметил глава Госкомнатса Заур Смирнов, эта проблема также будет решена. София Шукурова, Рамазан Аливапов, телеканал «Миллет». В преддверии Дня народного единства на территории учебного стрельбища в населенном пункте «Школьное» прошло просветительское мероприятие, в котором приняли участие сотрудники пограничного управления антитеррористической комиссии Республики Крым и представители сотрудничества. Подробнее с места событий наш корреспондент Асан Абибулаев. Крымские студенты имели возможность воочию увидеть показательные выступления действий пограничного наряда по задержанию нарушителя государственной границы с привлечением бронированной техники, а также действия пограничного наряда с собакой по задержанию нарушителя. Сотрудник спецподразделения ФСБ России подчеркнул, что подобные мероприятия необходимо проводить для молодежи, чтобы их мотивировать в первую очередь к защите своей родины и для пропаганды спорта и улучшения своих навыков. Данные приемы были продемонстрированы с той целью, чтобы показать людям о их необходимости в первую очередь при задержании нарушителей государственной границы. Их приходится применять, потому что нарушители государственной границы используют зачастую и ножи, и палки, и оружие. Также были продемонстрированы некоторые приемы, которые пригодятся и на гражданском поприще мирному гражданскому населению. Например, освобождение от захвата сзади. Например, девушка будет идти в темном переулке, на нее нападут сзади. Она сможет воспользоваться данным приемом, освободившись от нападающего, и убежать. После первой части мероприятия студенты имели уникальную возможность прокатиться на настоящем военном БТРе. Без эмоций и порции адреналина никто не остался. Когда нам предложили покататься на БТРе, было все намного интереснее, мы завелись. Ужасно, руки скользили, мы едем, а он еще играет с нами. Так было хорошо. Молодцы люди военные, которые столько преодолевают. Мы начинаем понимать, как людям тяжело служить и как опасно. Я сегодня увидела столько людей, нас окружает столько военных. Действительно, мы уверены за свой завтрашний день, и мы можем спокойно жить. И, надеюсь, будем над мирным небом. Мне было очень интересно смотреть. И научиться тоже хотелось бы, но я думаю, в армию пойду, дальше тоже научат. В общем, в целом день очень хорошо прошел. Я не думал, что так интересно будет. Также в ходе мероприятия была проведена лекция преподавателя КФУ на тему «Что такое День народного единства?». Доцент кафедры политических наук и международных отношений КФУ имени Вернадского, член Общественной палаты Республики Крым Николай Съедин отмечает важность подобных мероприятий для подрастающего поколения. Мы в Крымском федеральном университете очень много внимания уделяем патриотическому воспитанию. Мы говорим, мы рассказываем, но, как говорится, иногда лучше увидеть
чем 10 раз услышать. Главный вывод отсюда, что только вместе мы сможем сделать нашу страну сильной, благополучной, красивой. Представители антитеррористической комиссии Республики Крым совместно с правоохранительными органами провели лекцию на тему разъяснения содержания статьи об экстремизме в уголовном и административном праве и проявления терроризма на дорогах, профилактика ПДД среди молодежи. Начальник пресс-службы МВД по Республике Крым Ольга Кондрашова отмечает, что подобные мероприятия направлены на противодействие идеологии и проявлениям экстремизма и терроризма, а также рассказала о важности донести молодежи о степени тяжести и опасности для общества этих проявлений. Безусловно, проводится очень большая профилактическая работа. Безусловно, гораздо проще, целесообразнее профилактировать то или иное преступное проявление, нежели пожинать впоследствии его негативные проявления. Поэтому мы со своей стороны от Министерства внутренних дел по Республике Крым хотели бы сегодня обратить внимание молодежи на то, насколько это опасно, и каждый молодой человек должен отдавать себе отчет в том, с кем он общается, о чем он говорит, о чем он общается в социальных сетях, и быть бдительным, и любить свою родину прежде всего. То есть вот именно сегодняшним нашим мероприятием мы хотели донести это совместно с нашими коллегами до молодежи. После мероприятия студентам провели выставку современного оружия, а также они имели возможность отведать полевую кухню. Асан Абибулаев, Асан Зивадинов, телеканал Милет. В скором времени 5 крымских татар получат сертификаты на 200 тысяч рублей для завершения строительства индивидуального жилого дома. Вручение в торжественной обстановке состоится в администрации города Симферополь, после чего претендентам будут перечислены указанные суммы. Об этом сообщили на заседании комиссии по оказанию материальной помощи репатриантам, на котором определили количество претендентов из 13 методов голосования и размеры выделяемой суммы. В этом году была выделена сумма на город 1 миллион рублей. Определенно было 5 претендентов на получение данной суммы. Основным критерием было, конечно же, чтобы та сумма, которая предоставляется, чтобы она позволила людям создать условия для проживания. То есть у нас были несколько претендентов, в которых была только коробка дома, даже крыша не перекрыта была. То есть в данном случае та сумма, которая бы выделялась, она бы не позволила создать условия для проживания. Не обошлось и без казусов. Среди заявителей оказались и такие, которые уже имеют достаточно хорошие жилищные условия, либо просят помощи на строительство второго дома. Не совсем, я думаю, это бывает корректно, поскольку очень много наших соотечественников есть, которых действительно небольшая та сумма средств, которая выделяется, могла бы помочь создать реальные условия для проживания. И те, кто у нас сегодняшний день проживают в общежитиях, на съемных квартирах, вот это именно та категория граждан, которым будем стараться оказать содействие при получении данной финансовой помощи. В некоторых селах Крыма отсутствуют коммуникации. Жители села Строгановка Симферопольского района уже на протяжении многих лет беспокоят этот вопрос. Проведут ли в селе газ и водоснабжение? Решат ли проблемы электричества и отсутствия дорог? Об этом расскажет наш корреспондент Султани Меджид. Дороги у нас ужасные. Столбы у нас не протянуты за свои деньги. Мы покупаем столбы, воду мы бурим за свои деньги, скважины. Это минимум 40 метров. По деньгам это получается свыше 60 тысяч одна скважина. Ну, дорого. У каждого там в семье 2-3 детей, которых нужно тоже отправить по этим дорогам, по этой грязи, чтобы они дошли до остановки. Ну, это проблема на сегодняшний день. Кроме того, у нас нет водопровода. Воду мы заказываем сами. Одна машина с водой стоит около 1600 рублей. Это получается около 3-4 кубов. 21 век, век различных технологий. Человеческая цивилизация полностью оформилась в техногенную, но не у всех есть возможность воспользоваться даже элементарными бытовыми услугами. Жители села Строгановка, которое входит в состав трудовского сельского поселения в Симферопольском районе, уже на протяжении долгих лет живут без необходимых условий. Действительно, проблема актуальная. Жители села Строгановка в районах Мамак, Васиет находятся без водоснабжения. Центрального водоснабжения у нас там нет. Но в этом году запланирована проектно-сметная документация, уже разрабатывается. Непосредственно в этом году 7,9 километров будет распланировано и проведены строительно-монтажные работы водопровода.
а в перспективе, в будущем, водоснабжение всего поселения. Ленура Шерфединова беспокоится о жизни своих детей. Возле дома Ленуры еще несколько лет назад были установлены деревянные столбы для проведения электроэнергии. Сейчас столбы находятся в критическом состоянии. Ставили столбы с разрешения РЭС, но ставили мы за свой счет. Нам предложили тогда альтернативные, нормальные столбы, но на тот момент это было очень дорого. Смотрю, люди тоже ставят такие же деревянные столбы, которые просто от ветра сгибаются, не дай бог дождь, упадет провод. Мы возвращаемся иной раз по темноте с работы, боимся наступить на этот же оборванный провод, да? Поэтому хочется очень, чтобы поставили нормальные столбы, нормальный электропор, чтобы это было безопасно прежде всего для детей, для всех людей, которые живут вокруг. Член общественного совета администрации Симферопольского района Искендер Муратов рассказал о том, как можно решить проблему с электроснабжением. По поводу электричества есть положение Российской Федерации 861. Там гласит, что граждане, которые живут в ближайшем столбе, если расположен 500 метров, то они могут подать заявление, и РЭС обязан отреагировать на их проблему. Где нет столбов, это, я думаю, проблема индивидуально каждого, чтобы каждый подавал заявление и указывал, что да, действительно он проживает здесь и у него нет электроснабжения. Диляра Халилова проживает в Строгановке на протяжении 10 лет. Она мать двоих детей. По словам Диляры, играть детям негде. Они вынуждены бегать по разбитым дорогам и грунту. Детских площадок нет. Наши дети выезжают гулять в город. Дети ходят у нас по грязи и бегают по полю. Глава администрации Трудовского сельского поселения Андрей Данюк заявил, что детские площадки уже заказаны. Я встречался с жителями нашего поселения села Строновка, пообещал, что действительно будет детская площадка. Площадка заказана, площадка идет с материка. Площадку установим в этом году. Также глава администрации Трудовского сельского поселения Андрей Данюк сообщил, что в селах Строгановка и Анна-Юрт начинается постройка фельдшерско-акушерских пунктов. Султания Меджид, Ибраим Ганиев, Аким Бекиров, телеканал Миллет. В Симферополе начали работать эвакуаторы. Принудительная эвакуация транспорта касается тех автомобилей, которые припаркованы в зоне действия запрещающих знаков. Так, в центре города были эвакуированы 2 автомобиля, оба доставлены на штрафплощадку по улице Балаклавская. Как сообщил начальник Симферопольского отдела ГИБДД Сергей Педана, количество пробок в центре крымской столицы с началом работы эвакуаторов уменьшится вдвое. Штраф за остановку и стоянку в зоне действия запрещающего дорожного знака, где установлена табличка «Работает эвакуатор», будет составлять 1500 рублей. Всем владельцам машин, которые будут эвакуированы, необходимо обратиться в дежурную часть городского управления ГИБДД для получения соответствующих документов вынесения постановления и возврата автомобиля с охраняемой площадки Симферополя. В Ялте состоялась тематическая концертная программа «Нам этот мир завещано беречь». Концерт состоялся в рамках долгосрочного социального проекта «Ради будущего». Подробнее в сюжете Мавиле Юб. Проект, рожденный под девизом «Дети Крыма во всем мире», направлен на возрождение и развитие детской народной дипломатии. Тематика программы – выступления творческих коллективов Симферополя «Мир нет войне». Я сюда приехала ради того, чтобы объяснить людям, что надо прекратить войну и все боевые действия, чтобы у каждого ребенка было счастливое детство. Мы приехали сюда за целью, чтобы у нас прекратилась война в разных странах, чтобы не было звуков выстрела и прекратилась война. Проект призван объединить детей Крыма, России и всего мира во имя сохранения согласия на земле. На концерте также присутствовали представители духовенства. Дорогие дети и гости, и здесь присутствующие, я хочу всех вас поздравить с таким мирным небом, с этими прекрасными ребятами, которые выступают и нам такой преподносят, аж приятно смотреть, чтобы у нас всегда было мирное, открытое, синее небо. Организаторы отмечают, что социальный проект набирает обороты. Он уже прошел в Симферополе и в Керчи. Мы надеемся, что наши дети очень воспитанные, и мы прививаем к ним, у них любовь к патриотизму, к искусству, и что они с достоинством будут сохранять мир во всем мире и на нашем
солнечном полуострове Крым. 26 ноября проект «Ради будущего» пройдет в Красноперекопске, 2 декабря в городе Саки. Завершающее мероприятие состоится в Симферополе под названием «Радуга счастья». Мавиле Юбенвер Аблязис, телеканал «Миллет». На этом наш выпуск завершается. Команда наших корреспондентов продолжает следить за новостями, поэтому оставайтесь с нами и будьте в курсе последних новостей. До встречи.